Добрый день, уважаемые модераторы, уважаемые участники панельной дискуссии. Коротко, если сказать об истории отношений с Японией, как вы помните, до 1991 года продолжалась холодная война. У Советского Союза были сложные идеологические разногласия с Китайской Народной Республикой. И также, как и многие страны социалистического лагеря, Советский Союз не признавал Республику Корея. То есть он признавал только Северную Корею. Поэтому единственной экономически развитой страной Азиатско-Тихоокеанского региона, с которой были установлены экономические связи, это была Япония. И с 1967 года до 1991 года было заключено 9 генеральных соглашений между СССР и Японией по экономическому сотрудничеству, из которых 6 имели прямое отношение к Республике Саха-Якутия. Это 3 проекта КС по освоению лесов Сибири и Дальнего Востока, по которым вывозился лес из Якутской АССР через порт Тикси, в год порядка 200 тысяч кубов. Также было заключено соглашение, самое известное, наверное, по освоению южно-якутских каменных углей, благодаря которому были разработаны месторождения каменного угля в Южной Якутии, построен город Нирингри и проложена железная дорога Бам-Тында-Беркатит. То есть железная дорога в Республику Саха-Якутия пришла благодаря японским инвестициям. И следующим соглашением, которое имело отношение к Республике Саха-Якутия, это было соглашение о строительстве порта Восточный рядом с городом Находка, через который производился экспорт каменного угля из Якутии. И последнее, шестое соглашение, это было соглашение об освоении сибирского природного газа. Оно было трехсторонним, американо-советско-японским, и по которому по кредитам американской и японской стороны производилась геологоразведка и геофизические исследования на наличие нефти и газа на территории Восточной Сибири. В основном это была Республика Саха-Якутия. И по этому проекту в начале 80-х годов должна была быть большая газовая труба, трубопровод «Сила Сибири». Он был спроектирован в середине 70-х годов. И нам помешала война в Афганистане. Как вы знаете, после начала войны в Афганистане американцы начали очередной раунд санкций против Советского Союза, что помешало дальнейшему продвижению данного проекта. И 3 оставшихся проекта сотрудничества Японии и Советского Союза, которые не имеют отношения с Якутией, это 2 проекта по экспорту щепы, технологической щепы с Дальнего Востока, и проект освоения нефти и газа Сахалина. Это сейчас называется проект Сахалин-1. И в декабре 1990 года тогда председатель Верховного Совета Республики Саха-Якутия, Якутской автономной Советской Социалистической Республики Михаил Ефимович Николаев посетил Японию по приглашению Ассоциации японо-советской торговли, господин Тецуо Сато, президент ассоциации. И это был первый прямой контакт руководства республики с руководством Японии, потому что в ходе визита состоялись встречи в соответствующих министерствах, и Михаил Ефимович был принят председателями палат парламента Японии. И по итогам этой поездки в апреле 1991 года была создана Внешнеэкономическая ассоциация Саха-японского сотрудничества ВИА-АСЯС, и я был избран ее генеральным директором по рекомендации Михаила Ефимовича Николаева.
Вот. И в то время в Якутии проживало всего 3 человека, которые знали японский язык. Это был выпускник Института стран Азии, Африки МГУ Анатолий Яковлев, вот, выпускник Дальневосточного университета, Восточного факультета Оконечников Дмитрий. Вот, и я самостоятельно выучил японский язык, работая на судах Арктического морского пароходства. Вот, и в 1992 году мы с Анатолием Яковлевым получили задание от первого президента республики проработать создание представительства Республики Саха-Якутия в Японии. Вот. И это дало мне возможность близко познакомиться с Александром Васильевичем Мигалкиным. Он уже тогда был кандидатом наук, выпускником Академии общественных наук при ЦК КПСС. Вот, и работал заместителем постоянного представителя Республики Саха-Якутия в Москве по международным и внешнеэкономическим вопросам. То есть у него были очень хорошие связи с руководством МИД России. Вот, мы с Анатолием Яковлевым часто встречались с Александром Васильевичем в его кабинете в постоянном представительстве, обсуждали различные аспекты создания представительства и вопросы взаимодействия с МИД Российской Федерации по вопросам создания. Ну, тогда было, конечно, интересное время. И я вот, например, с послом Японии господином Эдамура случайно познакомился в японском ресторане. Вот, потому что меня туда пригласила японская компания. Вот, и посла очень заинтересовало, что сидят 3 японца и громко разговаривают на русском языке. Ага, и он не понял, почему 3 японца разговаривают на иностранном языке. Поэтому он послал своего помощника. Вот, и помощник пришел и выяснил, что, оказывается, 3-й не японец. Ага, и вот он меня пригласил к себе, и мы с ним познакомились и обменялись визитками. Вот, ну и сотрудники посольства Японии в Москве очень помогали в организации представительства. Вот, и приезжала большая делегация губернаторов Японии во главе с мэром Токио. Вот, и они меня пригласили на прием по случаю приезда этой делегации. Вот, ну, я думаю, наверное, с двойной целью, потому что на этом приеме было все руководство департамента Восточной Азии, японского отдела. Ну, а так как мы благодаря Александру Васильевичу всех знали в японском отделе, и руководство департамента знало, что мы занимаемся вопросами создания представительства, то есть они были... Ну, и потом у меня были там знакомые по посольству СССР в Японии, то есть с которыми я познакомился в 1991 году. То есть, короче, они успокоились, когда заметили, что мы знаем друг друга. Вот, и... по итогам нашей работы в 1993 году состоялся обмен вербальными нотами между Министерством иностранных дел России и Министерством иностранных дел Японии по вопросу создания представительства Республики Саха-Якутия в Токио и равноценно представительство губернаторства Хоккайдо на Сахалине. Вот. И после обмена нотами, после официального принятия решения правительствами обоих стран, решением правительства Республики Саха-Якутия было создано представительство в Японии. Вот. И когда Александра Васильевича после работы в Москве назначили представителем республики в секретариате Северного форума в Анкоридже, я в это время находился в Якутске, вот, в командировке, и я все-таки рад, что мне удалось помочь ему с составлением бюджета, вот, с оформлением финансирования, там, так далее. Вот, потому что тогда такой стройной системы, которую в начале 2000-х создал Александр Васильевич по финансированию представительств за рубежом, еще не было, и все вопросы решались, как кейс by кейс, то есть, у каждого по-разному. Вот. И после назначения Александра Васильевича министра внешних связей, я как представитель Республики Саха-Якутия в Японии
стал его прямым подчиненным. Вот и после возвращения из Японии я работал в родном Хангаласском Улусе. Вот, ну и в 2003 году я был назначен заместителем министра внешних связей. И мне довелось проработать с Александром Васильевичем 3 ярких года моей жизни. Вот, ну, было очень напряженное время, очень много контактов, много обменов. Вот, и коротко, если подытожить вот эти 3 года, да, в нескольких словах, это в 2003 году в декабре в Якутске прошли Дни Министерства иностранных дел России. Это был впервые в истории России, когда Министерство иностранных дел проводило свою презентацию в регионе России. Вот, и приезжала большая делегация МИДа, в основном все были полномочные послы, во главе с заместителем министра иностранных дел Федотовым, который отвечал за информационную там, безопасность и так далее. То есть многие вопросы загранпредставительств в ведении у него были. В 2004 году был открыт первый прямой международный рейс из Якутска Муданьцзян в Китай. Вот, и было создано представительство Республики Саха-Якутия в Китае при торговом представительстве Российской Федерации в Пекине. Вот, ну, это представительство до сих пор активно работает. Вот, и является самым востребованным заграничным представительством республики. Вот, и хочется отметить, что прошло участие Республики Саха-Якутия на Экспо 2005 с экспонированием юкагирского мамонта как одного из главных экспонатов Экспо 2005 в Нагое в рамках трехстороннего российско-японо-якутского проекта экспонирования юкагирского мамонта. Вот. И в 2006 году якутский национальный эпос «Алонхо» вошел в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО и состоялся визит генерального директора ЮНЕСКО господина Коитиро Мацура в Якутск. Все это происходило под непосредственным управлением и контролем нашего министра Александра Васильевича Мигалкина. Ну и также вот в выступлениях была отмечена огромная роль Александра Васильевича в привлечении команд иностранных государств на международные детские игры «Дети Азии». Вот, ну, из периода подготовки проведения Экспо 2005 я хотел бы отметить такие моменты, да, что вот в январе 2004 года Александр Васильевич сразу после новогодних праздников смог согласовать в МИД Российской Федерации подписание протокола между Республикой Саха-Якутия и Японской ассоциацией Экспо 2005. Генеральным директором ассоциации Экспо 2005 являлся президент корпорации Toyota господин Тойода. Вот. А почетным председателем этой ассоциации являлся наследный принц Нарухито, который сейчас... Николай Андреевич, минута. Минута осталась, да? Ладно, быстро. Тогда Аллах. Угу. Вот, и так. Вот, и также являлся наследный принц Нарухито, который является императором Японии Рейба. Вот, в 2005 году Александр Васильевич остался после визита Вячеслава Анатольевича Штурова на открытии Экспо для участия в визите председателя ТПП Евгения Примакова. Вот, и интересный момент, исторический. Вот 10-миллионному посетителю Экспо 2005 от имени Республики Саха-Якутия был вручен алмаз, бриллиант огранки принцесса весом 2,2 карата стоимостью $80 тысяч. Вот. И человеком, который определил победителя вот этого розыгрыша, являлся Александр Васильевич Мигалкин. Интересно же, да? Ага. Вот. И фамилия японца, который выиграл этот приз, была Оиси. То есть в переводе на русский язык называется «большой камень». Ага.
Вот, и Александр Васильевич вылетел в Монголию на работу в Генеральное консульство России в Эрденете на чартерном рейсе Якутск-Улан-Батор, организованном для генерального директора ЮНЕСКО Каатира Мацура. Вот, и хотелось бы отметить следующее. Хотя мы говорим, что эпоха суверенитета закончилась в 2001 году, в годы работы президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Штурова он посетил Японию дважды по приглашению правительства Японии. Совершил визит в Республику Корея по приглашению правительства Кореи. Совершил визит в Германию по приглашению Министерства промышленности Германии, то есть правительства Германии. И совершил визит в КНР в качестве председателя международной организации «Кимберлейский процесс», тоже по приглашению правительства Китая. То есть и все визиты совершались на чартерных рейсах национальной авиакомпании «Якутия». То есть на самом деле статус президента Республики Саха-Якутия, вот даже после завершения суверенитета, он был на очень высоком уровне. И в этом это благодаря международному опыту руководства министерства. Это Александр Васильевич Мигалкин, как я уже говорил, был представителем на Аляске. Первый заместитель министра Василий Макаров был представителем Аэрофлота на Аляске и в Танзании. Вот, ну, я имел опыт 7 лет работы в Японии. Вот, ну и также в завершение я хотел бы сказать, что во время работы Александра Васильевича в качестве министра внешних связей Республики Саха-Якутия объем иностранных инвестиций в Республику Саха-Якутия достиг $1 миллиарда в год. То есть практически от нуля. Вот за несколько лет мы смогли, ну не мы смогли, а просто экономическая ситуация в мире помогла нам, да, достичь такого уровня. Да, спасибо за внимание. Буду готова ответить на вопросы, когда будут общие, да, задавания. Да, ну, я думаю, что пока еще люди не забыли, пока свежо ваше выступление. Да, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, коллеги. Представлюсь сразу. Я представитель администрации Томской области, Департамент международных связей. Меня зовут Жульгова Ольга Сергеевна. Рада, что попала на ваше мероприятие. На самом деле здорово, что вы организуете такие чтения. И немножко провокационный, может быть, вопрос задам. Понимаю, что вот сейчас исторический такой фон был дан взаимоотношениям с Японией, но все мы знаем, что происходит сегодня. Мне очень интересно было бы узнать, а как на сегодня обеспечивается преемственность связей с Японией, есть ли у вас какие-то, продолжаются ли партнерства, потому что мы, например, как Томск регион, у нас очень тесные были связи с правительством Токио, Tokyo Metropolitan Government. У нас были тесные университетские связи. Мы активно работали с ассоциацией Ротабо. Это японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами. Возможно, вы слышали и наверняка работали с ними. Вот я слышу, что у вас было представительство в Японии. Сохранилось ли оно? Продолжает ли функционировать? Возможность, есть ли какие-то культурные проекты проводить хотя бы, да, или там молодежные? Я понимаю, что политические контакты сейчас все остановились, видимо, у всех. А вот мы, например, на своем опыте столкнулись с тем, что нас исключили из всех проектов, в том числе касающихся медицины, туризма. Мы были активными участниками сети Welcome to Asia, это туристическая ассоциация, где как раз председательствует Япония. И, к сожалению, нас просто исключили из всех процессов голосования, из всех новостных рассылок, вежливо, но настойчиво. Так неумолимо, я бы сказала. Поэтому очень хотелось бы услышать, может быть, и Сергей Александрович как-то прокомментирует. Я думаю, что вам есть что сказать. Буду рада услышать. Спасибо. Ну, что касается нынешней ситуации, действительно, она, конечно, беспрецедентна. Даже во время Советского Союза я вот не помню, чтобы был такой объем санкций против персональной санкций, также против промышленности.
Ну, против промышленности, конечно, санкции были. То есть, вот, например, если поправку Джексона-Веника вспомнить, да, которая была принята в 1974 году в связи с ограничениями на выезд лиц еврейской национальности вот, из Советского Союза. Как мы прекрасно знаем, в 1991 году все евреи уехали, ну, в основном, да, вот, санкции, наложенные на Советский Союз, они были отменены только в 2012 году. То есть это для молодежи. То есть вы просто поймите, что вот санкции, наложенные на Россию в 2014 году, они могут продлиться минимум то же самое, ну, лет 40, наверное. То есть вам надо привыкать к этой мысли и надо работать над преодолением этих санкций. Это первое. Второе. Что касается вот, связи на региональном уровне, я думаю, Сергей Александрович вам ответит, но я думаю, у него информация будет примерно похожего плана. Но у нас в республике отличие, да, вот все-таки определенное в том плане, что ряд международных организаций, вот, он создан при участии или при поддержке вот нашей республики. И вот эти международные организации не обрывают связи. Вот мы сегодня участвуем в Северном форуме в устойчивом развитии, в котором также принимают участие иностранные участники. Этим летом во Владивостоке прошли игры «Дети Азии», на котором также принимали участие иностранные команды. Вот. И также вот у нас есть национальный спорт масс-рестлинг. Вот, имеется Международная федерация масс-рестлинга, и в этом году был международный чемпионат, то есть чемпионат мира по масс-рестлингу, на котором также принимали участие спортсмены со всего мира. То есть это в общем, да. Что касается Японии, тут как я уже сказал, был обмен вербальными нотами. Вот, и сейчас в связи с тем, что представительство Республики Саха-Якутия перестало функционировать в Токио, поэтому там находится представительство Сахалинской области. То есть, видите, губернаторство Хоккайдо сохранило представительство на Сахалине, и поэтому Сахалинская область открыла представительство в Токио. Вот, ну, я думаю, для того, чтобы выходить на японцев, можно через Россотрудничество в Токио, да, там как раз представителем был назначен Игорь Титов, ранее он работал советником Лужкова, сейчас он проживает в Токио, можно выйти на него, и вот он по культурным и так далее связям, он активно работает. Вот что касается фестиваля российской культуры в Японии, его проводит общество «Россия-Япония». Вот, руководство находится в Москве, вот, и в этом году этот фестиваль был также проведен. То есть культурные связи и спортивные связи у нас сохраняются. Вот, ну и также отличие Республики Саха-Якутия, возможно, от других регионов, как я уже сказал. Вот, есть ряд международных организаций, в том числе в Японии имеется Японский комитет содействия Республики Саха-Якутия, который был создан для содействия Республике Саха-Якутия для участия на Экспо-2005. Вот этот комитет до сих пор действует. Он, в принципе, признан на уровне парламента Японии. Вот в 2018 году Айсен Сергеевич проводил там третью презентацию Республики Саха-Якутия вот, в здании парламента Японии. Это продолжает работу. И второе, имеется корпоративный фонд «Организация содействия экономическим связям Саха и Японии», который также продолжает, естественно, свою деятельность. Вот, его возглавляет, комитет возглавляет депутат парламента господин Хори, вот, а корпоративный фонд возглавляет бывший министр обороны Японии господин Кюма Фумио. То есть, в принципе, у нас определенные связи с Японией сохраняются. Вот, то есть, в том числе свидетельством тому является то, что в прошлом году мне лично вручили почетную грамоту министра иностранных дел Японии за большой вклад в развитие связей между Россией и Японией.